Саламатсызбы, кадірлі достар! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Альма Дамировна, и сегодня мы будем изучать принадлежность имен существительных исемдердің иелік заты. В русском языке принадлежность исемдердің иелік заты обозначается при помощи притяжательных местоимений «моя мама», «моя книга», «твоя книга» и так далее. Аналогичные местоимения имеются и в башкирском языке. Миның, мой, хинің, твой, уның, его, біздің, наш, хіздің, ваш, улардың, их. Например, миның атай, мой отец, хинің китап, твоя книга. Однако в башкирском языке помимо этих местоимений для обозначения принадлежности употребляются особые притяжательные окончания. Принадлежность предмета к какому-либо лицу или другому предмету в башкирском языке выражается несколькими способами. Первое. С помощью окончаний принадлежности, которые по значению соответствуют русским притяжательным местоимениям «мой», «твой», «его». В башкирском языке одним и тем словом без употребления притяжательных местоимений можно передать и предмет, и лицо, которому принадлежит предмет. Например, «калям» – карандаш, «калямым» – мой карандаш, «үй» – дом, «үйігіз» – ваш дом. Второе. В башкирском языке значение принадлежности может выражаться также и параллельным употреблением формы принадлежности и личных местоимений, которые расширяют семантические и стилистические возможности языка. Эсей – мама, эсейім, миның эсейім, миның эсей переводится как «моя мама». Сағат – часы, сағатым, миның сағатым, миның сағат, мои часы. Значение принадлежности может выражаться также и прибавлением окончаний к слову, обозначающему предмет обладания. Например, эсейдікі – то, что принадлежит матери, минікі – мой, хинікі – твой, улардікі – их. В учебниках башкирского языка или в интернете вы можете найти таблицу аффиксов принадлежности и составить правильное слово. А для образования существительных во множественном числе с окончанием принадлежности сначала к основе прибавляется окончание множественного числа, а потом присоединяется окончание принадлежности. Например, «дустарым» – «мои друзья», «хинің дустарың» – «твои друзья», «калямдарым» – «мои карандаши». Дорогие друзья, сегодня мы разобрали тему принадлежность имен существительных, исемдердің иелік заты, и давайте вместе изучать увлекательный и интересный башкирский язык.